Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – жанры инструментальной и вокальной музыки. Сейчас прозвучала народная песня камаринская, но исполнял ее не голос или хор, а музыкальные инструменты. Петр Ильич Чайковский использовал мелодию этой хорошо известной русской народной песни в цикле фортепианных пьес «Детский альбом». Мы узнали ее благодаря яркой, запоминающейся мелодии и характерными интонациям. История музыкальной культуры развивалась таким образом, что песенные жанры постепенно стали переходить в инструментальную музыку. Партию, которую раньше пропевал голос, теперь стал исполнять музыкальный инструмент, соответственно, без литературного текста. Такие инструментальные произведения по фактуре часто напоминают свои вокальные прообразы. Инструмент, как и голос, исполняет мелодии с аккомпанементом, иначе говоря, музыкальным сопровождением. Название этих пьес тоже часто соответствует их вокальным первоисточникам – вокализ, песня, ария, романс, серенада и другие. Выразительность музыкальных интонаций – характерный тембр и расширенный по сравнению с голосом. Диапазон инструмента не только компенсирует отсутствие текста, но и способен передать больший спектр чувств, переживаний и эмоциональных состояний. Отсутствие текста дает слушателям больше свободы в восприятии музыки. Каждый человек индивидуален, и у каждого в сознании возникают от прослушивания различные образы. Рассмотрим подробнее некоторые жанры, характерные для вокальной, так и для инструментальной музыки. Вокализ – слово происходит от латинского слова «vocalis», что означает «звучный, гласный, певучий». Вокализ представляет собой произведение, написанное для голоса с музыкальным сопровождением. Исполняется такое произведение без текста, на какой-либо гласный звук, слог или сольфеджио, то есть пение с мелодией с названием нот. Вокализм также называется часть произведения, исполняемая голосом без текста. Есть еще одно значение слова «вокализ». Это специально написанная пьеса упражнения для расширения диапазона и развития техники голоса, а также раскрытия красоты тембра. Такие упражнения вошли в учебную практику середины XVIII века и получили широкое распространение в XIX веке. До сих пор эти пьесы успешно применяются в вокальной педагогике. В качестве концертной пьесы наиболее часто исполняется вокализ Сергея Рахманинова, который звучит на уроке в исполнении Вероники Джоевой. Также мы можем послушать эту пьесу в исполнении разных музыкальных инструментов, благодаря чему музыка приобретает другой характер и оттенки настроения. Голос в этой музыке звучит как инструмент, а инструмент как голос. Это возможно благодаря родству речевой и музыкальной интонации, лежащей в основе как разговорного, так и музыкального языка. Другой жанр, перешедший в инструментальную музыку из вокальной, это песня без слов. В самом названии уже заложено определение этого жанра. Наиболее известны песни без слов немецкого композитора XIX века Феликса Мендельсона. Будучи романтиком, он одушевлял инструмент, побуждал его петь, выражать интонациями, близкими к человеческому голосу, личные переживания. Мендельсон писал песни без слов на протяжении всей своей жизни. Всего им сочинено 48 пьес. 8 тетрадей по 6 пьес. Первая тетрадь была написана под впечатлением заграничных путешествий композитора по Италии и Швейцарии, когда он был еще совсем молодым, а последние 2 незадолго до его смерти. Эти пьесы напоминают дневниковые записи или наброски художника. Здесь можно встретить и впечатления от увиденного, и мимолетное настроение, и глубокие чувства. Большинство пьес не имеют названий, но некоторые все же снабжены пояснениями, например, песни венецианских гондольеров, народная песня, охотничья песня или песня за прялкой. Песня венецианского гондольера написана в жанре баркаролло.
Название баркарола происходит от латинского слова «барка», что в переводе означает «лодка», а «ролларе» – «качаться на волнах». Такие песни пели лодочники в Венеции, где множество каналов служат улицами, а длинные лодки и гондолы являются популярным видом транспорта. Эти песни легко узнаются по характерному покачиванию, выраженному в размере и характере аккомпанемента. В песне венецианских гондолеров Феликса Мендельсона мы отчетливо слышим мелодию, имитирующую песню, и мерное покачивание в аккомпанементе. Баркарола, как вокальный жанр, получила широкое распространение в творчестве композитора XIX века. Например, мировую известность приобрели произведения «Венецианская ночь» Михаила Ивановича Глинки и «Баркарола» Франца Шуберта. Самой выдающейся инструментальной баркаролой считается пьеса «Июнь Баркарола» Петра Ильича Чайковского из фортепианного цикла «Времена года». Еще один жанр, который успешно существует как в вокальной, так и инструментальной музыке, это романс. Романс – это пьеса для голоса с музыкальным сопровождением, написанная на стихотворный текст, как правило, лирического содержания. Трудно найти жанр, который был бы столь популярен и сохранял свою актуальность на протяжении нескольких веков. Со временем романс стал использоваться и в инструментальной музыке. Сейчас звучит романс из сюиты Георгия Васильевича Свиридова «Метель», созданный по мотивам одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина. Романс – это кульминация всего цикла, гимн любви, выразительная гибкая мелодия, переходя от инструмента к инструменту, передает развитие и накал чувств, вызывая отклик в сердце каждого слушателя. Итак, на этом уроке мы с вами поговорили про жанры инструментальной и вокальной музыки. Узнали, что такое вокалист, что такое песня без слов, что такое баркарола и что такое романс.